Кадыров, хоть ты и ушел в отпуск из-за нетрудоспособности, мы тебя все равно в покое не оставим. Мы будем тебе задавать вопросы. И вот тебе мой вопрос. Ты всегда отрицаешь, что твоего отца убила Россия, что его убил Путин. Ты приписываешь его убийство кому угодно, Басаеву, Хаттабу, Абу Валиду, и я уже запутался в этих именах. Даже Ямадаеву с Алу Алхановым, даже им, они даже обвинялись в убийстве твоего отца, тобою причем. Так вот, недавно аккаунт в Инстаграме, который называется Ахмат, по-моему, он так и называется, в общем, там постится все то, что делал твой отец, это такая ваша прокадыровская такая страничка. И там было запостено вот такое видео, давай его посмотрим. Неизвестно где. Уже 4-5 лет даже, нету людей. И вот со списками ходим, разбираемся. А они думают, что это значит, Кадыров ничего не делал. А Кадыров уже столько наговорил этим генералам, что я уже этих генералов боюсь, если это правда. Я никогда ничего не боялся. Я на вертолет последние 7-8 месяцев не садился. Потому что я знаю, собьют. Так что круг очень замкнутый. Ни праздник, ничего, люди хотят жить. Силовики, федеральные силовые структуры не дают жить. Не дают жизнь настраивать, налаживать, нормализовывать. Вот об этом я говорю. И не справляются со своими функциями. И не справляются. А если бы они что-то делали? Зачем невинных трогать? Вот видишь, Кадыров, в отличие от тебя, твой отец прекрасно знал, откуда ему стоит ожидать удара. Он знал, кто его хочет убить, кто его убьет. Он знал, кого ему нужно опасаться. И он даже этого не скрывал. В отличие от тебя, хоть он и был ничуть не лучше тебя, он такой же, как и ты, даже хуже, наверное, потому как он является основоположником в вашем предательстве. Но тем не менее, он, по крайней мере, не отрицал, что опасность он чувствует именно от России. Что именно российская армия, что они его могут сбить, если он будет лететь на вертолете. Он этого не скрывал, он говорил об этом открыто, в отличие от тебя. Ты же упираешься очень сильно так, пытаясь повесить это убийство на кого угодно. Хотя я убежден, что ты прекрасно понимаешь, кто на самом деле твоего отца убил. Ты знаешь, ты не то, что ты это чувствуешь, ты это знаешь. Ты лучше меня даже, наверное, понимаешь, потому как ты был в этой теме, ты знаешь, почему ты в этот момент оказался в Москве. Ты встречался с Путиным, ты чувствовал все вот эти вот разговоры, которые ходили там вокруг да около. Ты все это знаешь. Хоть ты не сильно одарен умом, но это тот момент, который ты хорошо понимаешь. Но ты не можешь его признать. А твой отец признавал. Твой отец признавал и опасался именно вот сегодняшних твоих друзей, твоих хозяев.